ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте и пригороде зарегистрирован всплеск случаев выявления ВИЧ-инфекции. Если в 2017-м тут были выявлены 110 зараженных, то только за первое полугодие текущего 2018-го их уже более 80. Как отмечают медики, ухтинцы просто не боятся заразиться ВИЧ и теряют бдительность. Изменился профиль заражаемости. Если 10-15 лет назад чаще всего инфицирование было через иглу наркомана, теперь самый распространенный случай – это незащищенные половые контакты. Пласт зараженных пациентов изменился, социальный слой зараженных пациентов изменился. Теперь очень часто это менеджеры высшего звена. То есть люди, которые имеют выездную работу, командировки в зарубежные страны, в Таиланд, кто-то там в Африку ездит, расслабляясь, имеет незащищенный секс, потом, к сожалению, приходит с нами с подозрением на заболевание. При этом люди могут прожить с инфекцией до 10 лет и не чувствовать дискомфорта. Врачи напоминают, лучше перестраховаться сразу, при одном лишь подозрении и не только после незащищенного секса. Проведя манипуляции в новых медицинских центрах, не очень знакомых медицинских центрах, проведя татуаж, пирсинг, они у нас не обследуются. А обследуются, когда уже есть проявление заболевания. То есть это вторичная инфекция присоединяется, онкопатология присоединяется. То есть когда есть очень сильное угнетение иммунитета. Надо сказать, что само заболевание протекает до 10 лет. То есть очень долго человек живет без адекватной медицинской помощи. Если вы решили проверить свой ВИЧ-статус, можете попросить направление у любого медицинского специалиста. Неважно, пришли вы на прием к терапевту или травматологу. Направление также можно получить в кабинетах 244 и 245 второго отделения городской поликлиники. Анализ занимает не более 5 минут вашего времени, при этом делается абсолютно анонимно. Результаты проверки на ВИЧ-статус можно получить тут же в 244 кабинете при предъявлении паспорта через 10 дней после сдачи.